Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для близнецов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Итак, основные энергии. Девятка чаш. Для отношений карта. Для работы карта. Для финансов. Так. И совет. Дополнительно достанем из колоды Ленорман карты. Так, что-то у нас здесь вот неровно. Вот так. Посмотрим 3 карты на отношения. Вот сразу достались. Вот так. 3 карты на работу. Две карты на финансы. Итак, основная карта девятка чаш. Замечательное время для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы вкусно покушать, исполнить все свои желания. А вообще карта девятка чаш, она связана у нас с Юпитером в рыбах. Рыбы – это как бы такая зависшая ситуация, когда что-то не решается, когда мы в каких-то ограниченных рамках находимся, обстоятельствах, и мы должны здесь как-то научиться получать удовольствие именно вот в этом состоянии. То есть никуда не движемся, ничего особенно пока не хотим, приводим все в порядок, приводим в норму и стараемся сохранять оптимизм, радость и так далее. И для этого используем как бы все средства удовольствия, ну, скажем так. Ну и вообще вот эта карта исполнения желания какого-то, да, может быть, если какое-то желание вот очень долго было у вас, и на этой неделе оно как раз может исполниться. Может быть, даже вы и уже не ожидали, что это произойдет. Для отношений четверка мечей выпадает. Карта говорит о том, что время отдыха, когда нужно сложить оружие, когда не нужно ссориться, когда не нужно допускать любых ссор и конфликтов. И вот благодаря этому можно очень хорошо повысить уровень энергии, да, чтобы не заболеть, чтобы была такая сила иммунитета. Четверка мечей у нас связана с Юпитером в Близнецах. То есть у нас общение, оно все равно как-то вот нас утомило, да, то есть слишком много общения, избыточное общение. Либо здесь мы должны воспользоваться случаем и поговорить с какими-то важными для нас людьми, ну, допустим, отцом, матерью, решить какие-то вопросы, сказать слова благодарности и так далее. То есть, может быть, воспользоваться каким-то советом, помощью от них. Но для отношений вот время такого вот спокойствия, перемирия и так далее. Для тех, кто еще пока не в паре, выпадает карта Лилия дополнительно. То есть здесь вполне возможно будет такое ощущение умиротворения, может быть, даже вы не захотите пока что знакомиться. Если вот недавно познакомились, то вот вы почувствуете, что это действительно как бы тот человек, какой нужен, да, и у вас такое как бы внутреннее удовлетворение, успокоение будет. Кроме того, карта говорит о том, что вы как-то больше профессиональными, что ли, делами будете заниматься, обучением. Может быть, будете просто вот отдыхать, да, и вообще ни о чем не думать. То есть эта неделя как-то вот не особо вас склоняет к тому, чтобы заниматься поисками партнера. То есть просто хотите отдохнуть, хотите набраться сил, может быть, чем-то красивым заняться, может быть, какое-то время искусству посвятить, сами заняться чем-то творческим.
профессионально как-то развиваться, может быть, вы сейчас хотите как-то повысить, ну, вернее, вы хотите в будущем повысить свой статус, может быть, в обществе, может быть, в профессии, да, а может быть, действительно, и там выйти замуж хотите, да, и вы сейчас как будто бы этим занимаетесь, учитесь, обучаетесь тому, чтобы соответствовать этому новому статусу. Для тех, у кого пара, вот здесь выпадает карта крест, и, скорее всего, вот в недавнем прошлом у вас были какие-то сложности, какие-то, может быть, какие-то очень сложные вопросы, которые никак не могли решить, по поводу которых никак не могли договориться. То есть вы, скорее всего, прекратите эти вопросы поднимать, да, нужно будет как-то отдохнуть и успокоиться. И вот эта карта того, что мы еще не решили вопрос, но он отложен, просто он очень важен, но сейчас не время его решать. Вот как-то так. В общем, здесь, конечно, может быть какая-то тревога, какая-то забота, может быть печаль какая-то, да, может быть вот это ощущение незавершенности чего-то, как бы вот затягивается эта ситуация. Но карта говорит о том, что очень скоро уже можно будет из этого состояния выйти, да, то есть как-то уже все прояснится, будет легче. Может быть, как раз вот этот затяжной отдых, да, уже хочется завершить. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта мыши дополнительная. Это сложные времена, когда вам трудно общаться, может быть, вот по домам, да, каждый сидит, трудно встретиться, трудно поговорить. Может быть, здесь как-то неправильно ведет себя партнер, или вы как-то неправильно себя ведете, да, еще больше разрушаете отношения. Ну вот карта говорит о том, чтобы для того, чтобы помириться, нужно как-то потрудиться, да, может быть, признать какие-то свои ошибки, может быть, подумать, как лучше там на будущее себя вести. Но в любом случае, для того, чтобы помириться, нужно обязательно хорошенечко подумать, хорошенечко все взвесить и, может быть, даже попросить прощения. Да, вот здесь у нас витражное такое стекло, и изображены две фигуры. Одна как бы принимает покаяние, а другая кается, да, то есть вполне возможно, вы этого как раз не делаете, или ваш партнер не чувствует свою вину и не хочет попросить прощения. Из-за этого тут перемирия нет. То есть все зависит от того, насколько каждый из вас будет готов признать свою вину. Тогда это будет возможно перемирие. Если же нет, если не признаете, значит перемирие не получится. По крайней мере, на этой неделе. Да, мы на неделю только смотрим. Для работы выпадает 8 мечей. Карта говорит о том, что вы пока что связаны обстоятельствами. Вы не можете пока что понимать, что у вас вот в этой сфере происходит. То есть, может быть, какие-то обязанности вы и выполняете, но что будет дальше, вы не знаете, вы как бы не чувствуете уверенности в завтрашнем дне, не чувствуете стабильности. И вот вам нужна такая опора на себя, да, это может выглядеть как обучение, это может быть выглядеть как развитие вот своей личности. В общем, что-то должно такое произойти на этой неделе, что вас укрепит, и у вас для этого будут какие-то шансы, да, вот как-то на это отреагировать. Для тех, кто в поиске работы, так, 8 мечей, еще что хотела сказать, это у нас, знаете, вот какая-то свобода, да, вот мы, допустим, боимся свободы, мы боимся, что вот те обстоятельства, которые сейчас произошли, ну, допустим, перемены в обществе, перемены в деятельности, да, они нам дают больше свободы, а мы ее боимся. Она вроде бы для нас хороша, мы вроде бы можем ее использовать себе на благо и как-то улучшить свою жизнь, и, может быть, больше зарабатывать, и проявить себя как-то лучше можем. Но мы боимся этой свободы, из-за этого у нас вот это чувство страха, оно держит нас в состоянии, когда мы цепляемся за то, что уже нам не нужно, да, или то, что уже у нас не будет, и испытываем чувство страха по отношению к будущему. Карта говорит о том, что вот эта свобода, которая приходит близнецам на этой неделе, она на благо, и не нужно ее бояться. Нужно, наоборот, хватать удачу за хвост. И у вас появится как раз такая опора в жизни, вы будете на себя опираться.
вам будет легче жить. То есть вот эти страхи, они вам только... Они надуманные, во-первых. Во-вторых, они вам мешают продвигаться вперед и верить в себя. Для тех, кто в поиске работы, рыбы выпадают дополнительно. Карта денежная, карта хороших возможностей. И здесь у вас... Может быть, знаете, вот если вам предлагают работу в торговле, в коммерции, в общем, в каких-то продажах, это хорошая возможность для вас. То есть карта говорит о том, что вот нужно соглашаться, если вам вообще хоть какие-то деньги нужны, потому что здесь все-таки зарплата будет нормальная, вас она будет устраивать. Кроме того, здесь еще указание на предпринимательство. Если, допустим, у вас была раньше работа по найму, то сейчас хорошее время начать свое дело. Может быть, об этом нужно подумать близнецам. Для тех, кто работает, выпадает дополнительная карта письмо, и здесь, скорее всего, будут какие-то известия. Может быть, даже, кстати, известия не очень вас порадуют, да, потому что вот вам дадут они свободу, а вы свободы боитесь. Но знаете, что это вам на благо, это обязательно повернется лучшей стороной для вас. Не бойтесь будущего, все будет обязательно хорошо. Вот эта карта, она говорит, знаете, о каких-то, может быть, даже о какой-то награде, о повышении. Может быть, это вот нужно получить какой-то диплом, свидетельство для того, чтобы у вас было улучшение здесь в работе. Да? Вот нужно, может быть, к чему-то поучиться. Может быть, просто какая-то информация приходит, ну, как письмо, допустим, да, от руководства, которая вот дает вам какую-то возможность, а вы боитесь что-то менять. Ничего не надо бояться, все вам здесь на благо. Для тех, у кого свое дело, карта перекрестка, то же самое, огромное количество возможностей приходит, а вы не знаете, что предпринять. Они вам кажутся все равнозначными, и вы понимаете, что время пришло что-то менять, а что выбрать не знаете, трудно, да, то есть от того, что мы сделаем, какой выбор мы сделаем на этой неделе, будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Карта говорит о том, что выбор придется принимать, решение нужно будет принимать. Кстати, если у вас закрывается что-то одно какое-то направление, то открываются новые, альтернативы какие-то приходят обязательно на этой неделе. В общем, несколько возможностей, но они зависят, ну, реализация их зависит от вашей воли, да, вот воля у вас свободная. Как захотите, так и сделаете. Что еще здесь можно сказать? Знаете, очень хорошее время для того, чтобы быть посредником в каких-то делах. Вот здесь можно как бы заработать, здесь можно и как-то на будущее направление определить. Вот здесь вот подумайте, может быть, это вам как-то поможет, подскажет. Для финансов выпадает карта старшего аркана влюбленный, опять же выбор. Опять же выбор направления, в котором вы пойдете. Либо это будет Либо это будет движение сразу в двух направлениях, либо здесь нужно будет зарабатывать с помощью бумаг или коммуникаций. Либо ваши деньги, допустим, если раньше зависели от каких-то передвижений, от путешествий недалеких, да, то здесь вот придется что-то менять. Но в любом случае в деньгах перемены, и тут даже как бы нечего говорить. То есть перемены, которые происходит, и решение нужно принять уже на этой неделе, потому что дальше откладывать уже нельзя. Ну вот смотрите, карта очень хорошая. Вы под покровительством судьбы, высших сил находитесь. И то решение, которое вам подскажет интуиция, оно будет правильно, потому что вас направляет жизнь. Вам вообще не о чем беспокоиться. Эта карта говорит о том, что у вас обязательно найдутся люди рядом, которые будут с вами, которые будут вам помогать. Может быть, это партнерство какое-то важно для денег, а может быть, это сразу два источника доходов, которые нужно будет одновременно поддерживать. То есть от вас зависит решение, то есть потянете вы или нет. Но карты говорят о том, что вы можете действовать сразу в двух направлениях и больше. И сразу из нескольких источников получать финансы. Для тех, кто работает в денежках, скорее всего, будет какое-то затишье, да, но от вас все-таки много зависит. Если вы будете продолжать либо обучение, либо вы будете
как-то контактировать все-таки с людьми, от которых зависят ваши деньги, то, может быть, не на этой неделе, то на следующей у вас будет приход денег. А может быть, даже и на этой неделе. То есть тут зависит от того, насколько быстро будут события развиваться. Но здесь, скорее всего, немножечко застой. Скорее всего, это вот денежки будут получены немножко позже. Для тех, у кого свое дело, карта книга выпадает, тоже прямое указание на то, что нужно новое что-то начинать, новый проект денежный, новый финансовый поток нужно организовывать. А для этого, скорее всего, вам откроется какая-то информация, придет нужный человек, либо вам нужно будет подучиться чему-то, как это новое направление реализовать, да, вот в финансах. Вообще карта книга – это у нас любые бумаги, разрешительные документы, какие-то законы могут быть приняты, какие-то новые, либо вы воспользуетесь каким-то законом для того, чтобы зарабатывать. Так, книга. Ну, знаете, может быть, что-то, какая-то информация, закрытая для всех, вам станет известно, и вы можете воспользоваться ей для того, чтобы заработать. Кроме того, здесь может быть просто какой-то сюрприз даже, вот, может быть, от людей, с кем вы знакомы, да, может быть предложение какое-то очень выгодное. Также карта говорит о том, что вы получите новый какой-то опыт, вам неизвестный. Вот если начнете сейчас вот это второе направление, либо дополнительные какие-то еще к тому, что вы уже делаете. Может быть, кстати, здесь зарабатывать деньги можно на какой-то новой информации, на каких-то открытиях научных, допустим. Но в любом случае здесь вот у вас открывается это на этой неделе. Просто воспользуйтесь этим и все. Для совета выпадает королева Пентаклей. Карта говорит о том, что нужно создавать свою финансовую обеспеченность, стабильность, защищенность. И это должно стать главным на неделе для близнецов. То есть именно материальная защищенность, она создаст и все остальное благополучие. Она даст возможность быть спокойным за свое будущее в отношениях, в семье, за будущее своих детей и так далее. То есть вот именно эта карта говорит о том, что желательно, может быть, заключать какие-то соглашения, договоры для того, чтобы зарабатывать. Эта карта хорошая для консультаций, допустим, через интернет или личных консультаций. Но личные сейчас, наверное, затруднены. Это все-таки такие вот через интернет, наверное, консультации. Также карта, связанная с какими-то юридическими вопросами. То есть, если их нужно решать, решить, нужно их, за них браться все-таки. И вообще, вот эта карта такого, знаете, равновесия. Вот сколько вложили, столько получили. Нужно обязательно постараться и ничего не бояться. На этой неделе очень хорошие какие-то возможности открываются. Но при этом не нужно забывать отдыхать, потому что все-таки, видимо, много у вас уходило сил вот до этого момента, поэтому, конечно, организм требует отдыха. Да и вообще вот ваш разум, он тоже нуждается в перезагрузке. И для этого, конечно, нужно свободное время, свободные часы, хороший отдых, сон, для того, чтобы... Не зря говорят, что вот утро вечера мудренее, когда мы поспим, просыпаемся, нам приходят какие-то мудрые, новые, правильные мысли. Друзья, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.